Здравствуйте, дорогие друзья! Очередная встреча на канале «Аспекты Башкортостан» под вывеской «Аспектов Республики» стартует в этот час, а именно в 10 часов утра по башкортостанскому времени 3 декабря 2024 года во вторник. Меня зовут Руслан Валиев, но вдруг кто-то впервые к нам присоединяется. Тем более, что буквально вчерашний эфир и чат трансляции доказал, что появляются люди, которые, ну не то чтобы совершенно новые для нас, но, по крайней мере, по нескольку лет не видели нашу работу и не знали, что мы ведем какую бы то ни было деятельность со времен разгрома и уничтожения радиостанции «Эхо Москвы» и нашей уфимской редакции. Но мы здесь. Буквально через 3 недели после 4 марта мы запустились и с тех пор непрерывно работаем, несмотря на все сложности. И прежде всего мы работаем благодаря вашей поддержке, которую вы оказываете своими комментариями в наших трансляциях, своими лайками под нашими трансляциями и видеороликами, которые здесь публикуются, а также материальной поддержкой, которую вы иногда, некоторые из вас вполне регулярно, оказываете нашему проекту. Для этого есть все возможности, и на сегодняшний день, даже для тех, кто продолжает находиться внутри России, внутри Башкортостана, это делать безопасно и нет никаких, скажем так, юридических проблем с этим. Поэтому я обращаю внимание на ссылки в описании на сервисы Boosty и Donation Alerts. Они все там найдутся, и очень легко с помощью российских или иностранных карт, у кого есть, можно делать донаты в пользу нашей редакции, а в них редакция, безусловно, нуждается. Вижу ваши сообщения в чате. Все, значит, нормально, и мы можем с вами начинать нашу программу. Да, Билли Карстен, я именно вас имел в виду. Вы имеете в виду, вот про вас ли я писал, говорил? Конечно, именно вас. Я вспомнил первым делом, когда говорил о том, что люди к нам присоединяются, в том числе и из прошлого. И это отрадно. Нам к новостям нужно перейти, поэтому давайте обратим внимание на утренний выпуск с телеграм-канала «Эхо Новости». Подразделениям ВСУ в Курской области отдали приказ удерживать позиции до инаугурации Дональда Трампа. Об этом BBC рассказали несколько солдат, находящихся на территории региона. По их словам, власти Украины рассчитывают обменять эти земли на что-то в будущем. Инаугурация президента США запланирована на 20 января. В Белом доме анонсировали новые санкции против России. По словам советника президента США по национальной безопасности Джона Салливана, администрация намерена ввести новые ограничения до истечения полномочий Джо Байдена. Также чиновник объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 миллионов, включающим ракеты и артиллерийские снаряды. На войне в Украине погибло меньше 80 тысяч военнослужащих ВСУ, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Киода Ньюс. Он подчеркнул, что такие оценки, приведенные недавно в американской прессе, не соответствуют действительности. Сколько именно украинская армия потеряла убитыми, глава государства не уточнил. Китайские банки перестали работать с российскими кредитными организациями, попавшими под новые санкции США, пишут «Известия». На это пожаловались представители российских банков. Санкционный список был расширен 21 ноября. Тогда в него в том числе попал «Газпромбанк». Суд в Москве оштрафовал гражданина Италии за демонстрацию радужного флага с белым голубем и надписью «Мир по-итальянски». Как сообщают российские госагентства, иностранца обвинили в дискредитации армии. Итальянец на суде заявил, что не признает свою вину. В Тбилиси минувшей ночью продолжились протесты против решения властей заморозить переговоры о вступлении в Евросоюз. Как сообщает издание Paper Картули, спецназ снова применил против активистов слезоточивый газ. Ночью протестующие сами покинули проспект Руставели, не дожидаясь разгона, и начали строить баррикады на проспекте Чавчанадзе. COVID-19, вероятно, имеет лабораторное происхождение. К такому выводу после 2-летнего расследования пришел специальный подкомитет Конгресса США. В докладе американских парламентариев говорится, что об этом свидетельствуют несколько факторов, включая один источник всех заражений и наличие лаборатории по изучению вирусов SARS в Ухане.
Это были новости с телеграм-канала «Эхо Новости». И, конечно, на мой взгляд, самое любопытное здесь касается итальянца, которого оштрафовали за так называемую дискредитацию армии. И всякий раз хочется смеяться в голос, истерично причем смеяться, когда видишь, какие поводы берутся за основу вот этой самой статьи «Дискредитация армии». То есть, когда любой гражданин говорит, что армия там нехорошая, ведет себя плохо, это как-то можно, ну, знаете ли, понять. Не надо сильно притягивать за уши. Но когда человек говорит, что мир – это хорошо, а любая война – это плохо, каким образом это дискредитирует российскую армию и вообще любую армию? На мой взгляд, совершенно никаким. Эти вещи друг другу никак не противоречат. Даже в той логике, которая, ну, вроде как прослеживается местами в действиях нынешнего российского политического режима. Но чаще всего эта статья действительно применяется там, где даже извращенная логика, мягко говоря, страдает. Ее нет совершенно. Впрочем, опять-таки, мы с вами прекрасно знаем, как это происходит, буквально глядя на процесс против издательницы издания «Пруфы» Рауфы Рахимовой, которую осудил уже районный Кировский суд Уфы за эту самую дискредитацию, взяв за основу ее публикации еще до военного периода, а именно 2021 года. И сейчас, буквально в эти дни, в Верховном суде идет апелляция по ее жалобе. И об этом как раз сегодня есть смысл поговорить. В частности, потому что вчера было заседание, и Рауфа Рахимова на эту тему писала подробный пост в своем телеграм-канале. Отметила, кстати, она, что ее дело рассматривает судья Хаким Ахмеджанов, на профессионализм которого она рассчитывает. И тут я не могу свои 5 копеек не вставить, потому что с Ахмеджановым пришлось мне пересечься по моему процессу в Верховном суде. Это моя единственная встреча с кем бы то ни было, собственно, в Верховном суде Республики по делу о маске. Знаменитая история, ну или не очень знаменитая, по крайней мере известная тем, кто нас внимательно смотрит, когда на митинге в поддержку Навального, на самом первом, меня задержали и отправили в Кировский РОВД за то, что я якобы был в патрульном автомобиле без маски. А как я попал в патрульный автомобиль, почему-то полицейские тогда решили умолчать. На самом деле формальным поводом тогда сотрудники назвали то, что я похож на человека с ориентировки, который этим утром, а именно 23 января 2021 года, украл мобильный телефон из салона связи в Черниковке. Вот. Потом, когда уже в отделении и в суде, об этом никто не вспоминал. Какого черта вообще меня с кем-то они типа спутали. Ну, понятно, это известный способ и такая распространенная легенда для того, чтобы к человеку докопаться, уж извините. Но возвращаясь к Ахмеджанову, он тогда отменил решение того же Кировского суда за отсутствием состава преступления, потому что к делу отнесся буквально, ну, знаете ли, профессионально. Ну, то есть не было, видимо, политического какого-то решения засудить, а была установка по справедливости разобраться в этой отдельной истории. Были процессуальные нарушения, были недочеты в протоколе, отсутствие меня на видеозаписи, которую в суд предоставили. По-моему, минут 20 видео мы отсматривали и не нашли ни одного кадра с моим присутствием. В общем, со мной все обошлось. Так вот сейчас, что происходит? Рауфа Рахимова пишет, что вот эти вот лингвистические исследования, с позволения сказать, которые легли в основу ее административного нарушения, не выдерживают никакой критики. Во-первых, они проводились еще до возбуждения административного дела, что странно. Должны возбудить дело, заказать экспертизу, и она должна, по идее, провестись после этого. Но здесь было почему-то наоборот. Что, опять же, подсказывает нам логику того, что история заказная. То есть сначала какие-то лингвисты провели дело, а потом другие товарищи посмотрели, ага, ну что ж, составом преступления правонарушение, окей, в данном случае попахивает, поэтому давайте-ка мы возбудим это самое производство. Во-вторых, специалисты на суде, пишет Рахимова, не смогли внятно ответить на многие вопросы. Например, Розалия Юсупова не объяснила, почему исследовались мои посты ВКонтакте за 2021 год, то есть написанные до начала так называемой СВО.
Как признался на суде второй, так называемый эксперт Нурмухаметов, он делал свои выводы о якобы манипулятивном характере моих постов и о подмене понятий на тезисах публикации в пруфах, то есть в издании, которое вышло летом 2021 года в совокупности с моими постами, пишет Рауфа Рахимова. А между тем, публикации пруфов по моему делу не являются предметом исследования. Действительно, публикации журналистов издания, которое пусть и принадлежит ей, ну, каким образом могут судить, то есть доказывать тот факт, что она совершала какие-то правонарушения, связанные с дискредитацией? Ну нет, конечно. На вопрос, почему вы считаете, что я не искренне сочувствую матерям, у которых погибли дети, Нурмухаметов ответил так, что мне от его ответа стало немного не по себе, пишет она. Он сказал, что я якобы вызываю к чувству материнства манипулятивно, что у нас в мусульманском обществе к матерям особое отношение, и что я якобы апеллирую к материнским чувствам, исходя не из личных переживаний, а с каким-то умыслом. Получается, мы должны перестать сострадать матерям, иначе это манипуляция, это звучит чудовищно. Вы понимаете, да? То есть за мысли преступления буквально этот эксперт готов судить человека. То есть вы говорите, что вы сочувствуете, давайте так, кому бы то ни было, вы, наверное, врете, потому что вам выгодно говорить, что вы сочувствуете этим самым людям, потому что вы на самом деле им не сочувствуете. Вопрос. Как вы к этому выводу пришли? Почему я им на самом деле не сочувствую? Почему я вру? Я так решил, исходя из какой-то совокупности данных, которые оказались в моем распоряжении, без каких бы то ни было доказательств и реальных подтверждений. Ну, в общем, 1984 Джорджа Оруэлла, вот, пожалуйста, собственной персоной у нас в суде прямо сейчас происходит. Какое будет там решение, мы не знаем. Удастся ли Ахмеджанову на этот раз повести себя примерно так, как он вел себя в моем случае. Все-таки времена другие. Да? Тогда это был 21 год, и моя история не имела такого, знаете ли, подтекста серьезного. Ну, по крайней мере, меня тогда не мочило республиканское руководство. Вот как это делают сейчас с Рауфой и ее изданием «Пруфами». Посмотрим. Понятно, что в конечном итоге, неважно, какое решение конкретный этот судья вынесет по этому конкретному процессу. Мое личное мнение, ну и ваше, наверное, в большинстве случаев, по поводу состояния судебной системы, это решение никак не изменит. Мы сейчас говорим про отдельно взятую историю, которая разворачивается, судя по всему, в рамках некого противостояния конкретных политических сил в рамках одной республики Башкортостан. То есть давление на издательницу и ее СМИ лично я не могу оценить как часть какого-то федерального тренда по искоренению так называемых или реально независимых СМИ. В данном случае борьба Хабирова и его приближенных против клана Муртазы Рахимова, если хотите. Ну, кланом назвать, наверное, это нельзя, но остатками политического влияния этой семьи назвать можно. Ну, почему? Из простого тезиса я делаю вывод. Власти сейчас борются активно с теми, кто называет вещи своими именами в связи с так называемой СВО. Если СМИ поддерживает СВО и все, что с этим связано, то, в общем-то, эта самая СМИ делает выгодные для Кремля вещи. Поэтому ожидать от Кремля давления на такие издания ни в коем случае нельзя. Допустить можно в порядке исключения, но предположить, что это так и происходит, нельзя. Поэтому я сейчас вот рассуждаю на тему корней, первопричин этой истории. Несмотря на то, какие тут корни, в любом случае, конечно же, я считаю это преследование незаконным, мы уже об этом не раз говорили, и всячески поддерживаю коллег-журналистов и нахожусь на их стороне. В общем, как это у нас часто бывает, эта история, она не
окрашена в одни какие-то негативные там, или какие-то нейтральные цвета. История всегда имеет несколько граней, которые необходимо учитывать, когда даешь той или иной истории оценки. Так, вижу, пишете про мечети, об этом мы сегодня скажем. Но прежде чем мы об этом скажем, давайте пойдем все-таки дальше по новостям. Действительно, нам есть о чем поговорить. Про Ольгу Комлеву вы пишете, и на этот счет я, конечно же, должен отдельно сказать. Активистка, волонтерка в прошлом Уфимского штаба Навального, признанного экстремистским и ликвидированного, Ольга Комлева, я напомню, обвиняется в участии в экстремистском сообществе, а также в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил. То есть в фейках об армии, не дискредитации, а фейках, я напомню. А это уже сразу уголовная статья. Значит, по словам адвоката Ольги Комлевой Михаила Лаврентьева, заседание очередной раз перенесли. На сей раз по причине того, что судья болеет. По словам мужа задержанной Вячеслава Комлева, Ольга чувствует себя нормально. Ее сахар находится в пределах нормы, а она страдает сахарным диабетом. Давать прогнозы по ходу дела Вячеслав отказался. Оно, в общем-то, все ясно. Но я не хочу это озвучивать, сказал Вячеслав Комлев нашим коллегам, которые попросили его прокомментировать процесс после того, как он не смог продолжиться вчера в Уфе. Что тут скажешь? Я прекрасно понимаю, что имел в виду Вячеслав, когда он в конце говорит, что дело, в общем-то, ясное, но озвучивать этого не хочется. Тот случай, когда все понимают. Более того, не только те, кто за этим наблюдают со стороны добра и света, да, то есть мы с вами скажем, но и те, кто находится с той стороны, все прекрасно понимают, но продолжают и будут продолжать делать вид, что речь идет о справедливом судебном разбирательстве в отношении преступницы, которая совершила эти преступления умышленно ради дестабилизации, я не знаю, ситуации в стране и чуть ли не ради развала этой страны. Но ведь такая же логика у охранителей и их припевал, да, которые сочувствуют вот этой правоохранительной системе, которая буквально катком проходит по всем людям, которые зачастую на сегодняшний день, вот если смотреть фигурантов уголовных дел, ну, можно сказать, проходили мимо. Тех, кого осуждали раньше, тоже, разумеется, ни в чем не виноваты. Они вели совершенно открытую и законную политическую деятельность. Сейчас я говорю про лично Навального, про руководителей его штабов, включая нашу Лилию Чанушеву. Но они, по крайней мере, какие-то должности занимали уж формально, если к этому подходить. А сейчас судят вот Комлеву, волонтерку, да, которая юридически никакого отношения к штабу не имела и просто как отдельный гражданин критиковала режим, выходила на одиночные пикеты, надевала футболки с критическими надписями в отношении хозяина Кремля. В общем, вела обычную гражданскую активность, которая, опять же, даже сегодня формально по закону у нас в стране не запрещена. Я уж не знаю, для чего все эти банальности приходится повторять, но всегда же мы надеемся, что к нашим трансляциям присоединяются в том числе какие-то новые зрители, может быть, случайные зрители, которым не все до конца ясно и понятно. Поэтому некоторые, опять же, вещи я вынужден повторять раз за разом. Ну а вы пишите, друзья, что думаете по этому и по другим поводам не только информационной повестки, а по поводу того, как, например, я эти вещи преподношу, комментирую. Может быть, что-то вы считаете лишним, а может быть, наоборот, чего-то не хватает. В общем, всякий раз я стараюсь реагировать на конструктивную критику с вашей стороны. И, на мой взгляд, это действительно полезно и в рамках вот нашего проекта «Аспектов республики» и вообще в целом для работы. Следующее заседание по Комлевой перенесено вот непонятно на какую дату. К сожалению, в публикации «Аспектов» это не написано. Но в любом случае мы об этом узнаем. Возможно, дата открыта.
и будет назначена тогда, когда судья выйдет с больничного. Как вариант, я могу предположить. Вот. Гарантировать проведение очередного заседания в рамках текущего завершающегося года никто не может. Но действительно, все-таки хотелось бы, чтобы формальности уже прошли в конце концов, да, потому что та же Комлева, например, она не может оказаться в обменных списках, насколько я понимаю, в случае, если будут новые обмены политзаключенными, до тех пор, пока нет приговора, хотя бы первой инстанции. Я уже не говорю про апелляционную инстанцию и тем более кассацию. Вот. По Лилии Чанышевой, кстати, обмен случился на этапе, когда у нее прошел первый суд, первая инстанция и прошла апелляция. Но кассации еще не было, я напомню. Кассация прошла совсем недавно, когда она уже де-факто находилась на свободе. Очень уж затягивается эта история. Стобавова пишет, что восхищается Ольгой и что Ольга очень смелая, и здесь я не могу не согласиться. Безусловно, это так. Причем смелость ее конкретно и многих других наших земляков, соотечественников в целом можно только позавидовать. Далеко не каждый из нас обладает такой смелостью. Дальше идем, друзья. Глава района из Башкортостана, которого ранее потребовала уволить прокуратура, важная деталь, вернулся на пост после службы в так называемой СВО. Глава Куюргазинского района, небезызвестный Юлай Ильясов, вернулся на свой пост. Об этом он вчера в соцсетях своих написал. На СВО он отправился ровно год назад, 30 ноября 2023 года. А на оперативке у Радия Хабирова об этом также упомянули. Более того, вручили ему орден за участие в этой самой спецоперации. Чиновнику 55 лет. В политику он пришел еще в 98-м, став главным специалистом Министерства экономики республики. После он был в должности министра земельных и имущественных отношений, ни много ни мало. Потом стал главой администрации Кировского округа, почему-то пишет издание УФА-1, какого, наверное, Кировского района все-таки. А позже он стал председателем по молодежной политике, то есть целую большую карьеру сделал в правительстве, в Уфе. И в 2019 году он отправился руководить Куюргазинским районом. Соответственно, после того, как вокруг него стали сгущаться тучи, прокуратура требовала его уволить за нарушение, он подписал контракт и год находился в этой самой зоне военной операции, откуда благополучно вернулся. И тут, как обычно, конечно же, и возмущение, и целый ряд вопросов. Какого, извините, рожна эти товарищи умудряются отправиться туда и вернуться по истечению контракта? Я помню неоднократные заверения Министерства обороны в ответ на просьбы жен, матерей и других родственников, в частности мобилизованных. Они утверждают, что все те, кто заключают контракт в любой форме, добровольно, по мобилизации, неважно как, все, кто заключают контракт в период действия указа о частичной мобилизации, они автоматически подписывают бессрочный контракт до завершения так называемой СВО. Указ о так называемой частичной мобилизации продолжает действовать. Никто его не отменял. Нового указа о прекращении действия старого указа от 21 сентября 2022 года Путин не подписывал. Значит, все контракты являются бессрочными. И это действительно так. По крайней мере, для тех добровольцев и тех же мобилизованных 2022 года, кто отправились в эту зону в любое время, неважно, в 22-м, 23-м или в 24-м годах. Они могут сходить в отпуск, они могут отправиться на лечение, могут комиссоваться, в конце концов, по ранению. Но вернуться домой никто не может из обычных смертных граждан. Почему эти чиновники умудряются подписывать контракты сроком на какое-то время? Азат Бадранов, в конце концов, таким образом сходил и вернулся, и прекрасно уже продолжает свой карьерный рост.
Есть у нас представители в других субъектах федерации, которые возвращаются и претендуют на губернаторские посты ни много ни мало. И вот этот товарищ. Что он там делал? Ну, вообще, судя по комментариям пользователей и которые реагируют на улыбку этого товарища на фотографии, он себя прекрасно чувствовал в штабе и, мягко говоря, от мест боевого соприкосновения находился на почтительном расстоянии. Ну, кто бы мог подумать, что как-то может быть иначе? Безусловно. И вот эти люди, по примеру этого товарища, именно они планируют в обозримом будущем занимать все руководящие посты, указывать людям, как жить. И всякий раз кичиться тем, что они, видите ли, проливали кровь, защищая Родину и всех нас от фашистской чумы. И бесполезно будет пытаться что-то этим людям возразить. Они всегда будут козырять вот этой корочкой. И будут пускаться во все тяжкие, понимая, что никто их за это теперь преследовать не сможет и не будет. Потому что у них теперь индульгенция пожизненная на совершение грязных поступков, некрасивых действий, да, и на, уж простите, оскорбление и унижение своих сограждан. Потому что, видите ли, сограждане не все сходили на эту СВО, а сидели в тылу, отмалчивались, а они кровь проливали, в кавычках, разумеется, кровь проливали, защищая своих земляков. В общем, страшно становится, видя вот это все. Целый ряд вопросов возникают по ходу, я часть из них озвучил, на самом деле их гораздо больше. Мне кажется, вы и сами все прекрасно понимаете, и без моих подсказок, но это вызывает возмущение, и поэтому не высказаться по этому поводу, мягко говоря, нельзя. Ой. Дальше идем. Дальше идем. Ну, давайте, прежде чем дальше подвинемся, ваши комментарии прочитаю от Нетворка по поводу, видимо, Ольги, да, и вообще таких людей, кто находится за решеткой. В России любят жертвенность, это менталитет. Навальный жертвенник, Яшин, Комлева. Поэтому и протест умер. Нужна не жертвенность и битва с властью. Нужен вождь, который возглавит и поведет за собой. Жертва просто сидит в тюрьме, и все. Все жалеют, все восхищаются, а толку нет. Есть логика в ваших словах, дорогой наш нетворк. Я вас понимаю. По поводу вождя интересная мысль. С ним вроде проще, да, вести конкретную борьбу. А с другой стороны, вождизм – это плохо с точки зрения перспективы. Но, опять же, о каких перспективах можно говорить сейчас, да? То есть сейчас надо вести борьбу, и в этом смысле, да, если взять даже примеры, знаете ли, удачные примеры декоммунизации и демократизации стран Восточной Европы, я не знаю, кто мне на ум приходит, Лех Валенса, вот, Чехия, ой, прошу прощения, Лех Валенса – это у нас Польша, Вацлав Гавел, Чехия. В общем, вот эти вот лидеры, они были, да, но потом на демократических выборах они, соответственно, подтверждали свою легитимность. Ну вот, да, в общем, вы правы, так или иначе, здесь вы правы. Ситуация сейчас так себе. По поводу дяди Гриши Горового тут спрашивает наш зритель, нашелся ли он. Писали, что он нашелся. И, в общем, все, больше об этом ничего не писали. По поводу Юлая, главы Куюргазинского района, тут пишет Стобавовна, что он был нормальным руководителем лет 10-12 назад. Если бы не обстоятельства в лице Хабирова, мог бы пользу принести республике. Ну вот, да, видите, ну, может быть, я опять же допускаю. Я слышал, кстати, отзывы, что этот человек был, в отличие от многих других, вполне адекватным и вменяемым. Но вот он сходил на эту самую СВО. Вот это, к сожалению, или по факту, это же обнуляет заслуги на сегодняшний день. Ну, опять же, если смотреть на это вещи трезвым, как говорится, взглядом, да, и с точки зрения какого-то будущего, если рассуждать, то добровольное посещение этих мест является, ну, мягко говоря, дискредитирующим фактором для особенно человека, который претендует в
в будущем, например, занимать какие-то чиновничьи руководящие должности. Это, конечно, сложная материя. Тут надо, наверное, разбираться, а кто действительно добровольно, а какие были этому сопутствующие обстоятельства. Опять же, нету единого стандарта. Нельзя сказать, что все априори виноваты. Я понимаю, особенно если говорить про каких-то мужиков из деревни, оказавшихся в таких обстоятельствах, из которых не выбраться. Я имею в виду долги, безденежье, безысходность и отсутствие информированности, опять же. Это людей вынуждает идти буквально не по идейным соображениям, а по финансовым. И судить всех в будущем буквально за это, конечно же, неправильно. Тем более, что я сам лично таких людей знаю и нахожусь на связи, общаюсь, я понимаю, и умудряюсь одновременно человека посылать, мягко говоря, на 3 буквы за то, что он делает. С другой стороны, желать ему выжить во всей этой мясорубке. Ну вот какие обстоятельства у нас сейчас вокруг, это просто, конечно, диву даешься. Представить себе еще недавно такое было невозможно буквально. А здесь совершенно противоречивые и мысли, и слова приходится озвучивать в общении с одним и тем же человеком, которого ты знаешь много лет, и, в общем, прекрасно знаешь, что он все прекрасно понимает при этом, но при этом он находится неподалеку от этой самой ленточки с стороны, в которой находиться вроде как и не должен был бы. В общем, голова кругом и волосы дыбом от того, что происходит. Так, Ильгиз пишет, что тут Трегубчак Ульяна засветилась, у некоторых вызывает недоумение. Я об этом эпизоде говорил в подробностях, по-моему, в пятничном эфире. Вот, повторяться, наверное, здесь не буду. 1984 Оруэлла в действии, пишет Карина, и это так действительно. Ладно, двигаемся дальше, так или иначе, по нашей повестке. В Уфе проверяют конфликт на уроке в школе, в ходе которого учительница якобы кинула учебник в ребенка. По одной из версий педагога разозлило то, что ученица посмеялась над ее оплошностью. Значит, занимается проверкой этой истории ни много ни мало прокуратура Калининского района. Со слов 8-классницы, слова которой передает база издания, учительница сначала бросила в девочку скотч, потребовала выбросить его, а когда та отказалась, потребовала от ребенка покинуть класс. Девочка утверждает, что в этот момент в порыве гнева педагог бросила в нее учебник, который попал ей в челюсть. Мама школьницы обратилась в больницу, где врачи диагностировали у ребенка ушиб нижней челюсти, ссадину слизистой нижней губы и травматический ушиб зубов. После этого семья пошла в полицию. Сама учительница, как передает база, отвергает обвинение, говорит, что книгу в ученицу не бросала, а та девочка якобы спокойно покинула класс. Что тут скажешь? Если не видишь обстоятельства, сложно, конечно, об этом судить. Я могу единственное предположение здесь озвучить, опять же, в качестве оценочного суждения, что не удивляюсь нервозности и излишней эмоциональности наших педагогов. И этому способствуют, да, ученики, наверное, отчасти, но не только. Мне кажется, если бы учителя находились в нормальной, здоровой педагогической среде, без вот этого очковтирательства, без взаимных интриг, упреков и необходимости постоянно отчитываться перед вышестоящим руководством, учителей нервная система была бы более стабильна, и они легче переносили бы какие-то инциденты, связанные с поведением учеников, ну, в частности, в подростковом возрасте. Да? Тут 8 класс, это 14 лет. Неудивительно, что какие-то инциденты могут быть. Они были у всех в этом возрасте, и в наше время тоже были, и, знаете, в советское время тоже были. И не нужно говорить, что какие-то дети другие, какие-то ужасные там и так далее. Нет, ничего подобного. Некоторые вели себя так, знаете ли, в наши годы, и раньше, чем наши. Я вспоминаю старших своих дядь и теть, которые рассказывали и учились еще в 70-е и 80-е. В общем, всего этого хватало. Ну вот, к учителям, сами знаете, у меня отношение сложное. Я их виню чуть ли не в качестве главных виновников того,
в чем мы оказались. Именно они фальсифицировали все эти годы выборы своими руками, расписываясь в собственной беспомощности и считая, что если они этого делать не будут, то их там, я не знаю, уволят, премию не выплатят и прочее, прочее. Совершенно бредовые страхи, кстати говоря, потому что их на самом деле не хватает. Уволили с одной школы, пошли в другую, нет проблем. Но это отдельная история. В общем, учителя одни из самых главных виновных во всем. Но некоторых из них я, опять же, знаю лично, общаюсь до сих пор, и сочувствие тоже к ним испытываю. Вот опять же клубок самых разных противоречивых чувств, как тем вот участникам СВО, да, которые с одной стороны все понимают, с другой стороны находятся там, подписывая контракт. Также и учителя, с которыми у меня есть контакт. В общем, они жалуются вот на эти все ужасные талмуды отчетов, которыми они вынуждены заниматься большую часть рабочего времени. То есть меньше времени они уделяют на обучение, больше на перекладывание бумажек. И в этих обстоятельствах эмоции зашкаливают, и это неудивительно. Вот. Так. Нужна реформа образования, совершенно устаревшая система. Конечно. У нас, знаете, конечно, то, что происходит с образованием, вот начали было шаги по совершенствованию, болонскую систему внедрили, что-то там, вывески сменили, отменили 5-летнее обучение в университетах, перешли на бакалавриат и магистратуру, то есть сказали А, но Б не сказали. Теперь, значит, обратно откатываются, потому что нас де-факто, Россию, из болонской системы вывели. В общем, на полумерах, да, останавливаются, и по сути происходит что? Шаг вперед, 2 назад, де-факто. То есть одну систему попытались видоизменить, чуть-чуть ее нарушили, новую при этом не создали, теперь двигаемся назад. Происходит дисбаланс буквально и разрушение даже того, что осталось, безусловно. Я уже молчу про разрыв связей между вузами, между учеными, которые сейчас сплошь и рядом. Наши ученые в конце концов оказываются в полной изоляции, и в этих условиях рассчитывать, что хоть как-то будет наука не то что развиваться, а хотя бы сохраняться на существующем уровне, рассчитывать никак не приходится. То есть деградация по всем фронтам налицо, и дальше будет только хуже. То есть пока еще плоды этой деградации пожинать рано, они еще незаметны. Это ведь вопрос такого более долгосрочного планирования. Но лет через 10-15 мы будем наблюдать, как наши ученые вообще за бортом мирового технологического процесса находятся. Здесь вообще никаких сомнений в этом нет. То есть, если когда мы говорим про экономику, что она там рухнет, мы можем действительно ошибаться, и многие ошиблись, она не рухнула, она даже чувствует себя неплохо, то в случае с учеными здесь, мне кажется, других вариантов и не дано. Это совершенно очевидная история. У нас деградация и так имела место в последние 30 лет, но благодаря коммуникациям и взаимодействию так или иначе были шансы догнать уходящий поезд и вместе с этим поездом двигаться в светлое будущее. Сейчас в условиях разрыва всех связей, конечно же, об этих перспективах говорить не приходится. Тем временем, для того, чтобы казалось, что все прекрасно, у нас выделяют серьезные деньги на освещение работы органов власти, и об этом пишет, к счастью, «Коммерсант». Агентство по печати и СМИ республики заключило договор с ГТРК «Башкортостан». Это филиал ВГТРК, то есть каналы «Россия-2», там вот это вот «Россия-1», «Башкортостан-24», круглосуточный информационный. Речь идет о создании и размещении телепередач о деятельности органов госвласти. Передачи должны транслироваться в виде региональных вставок в эфиры общероссийских каналов. На эти цели выделяют 12 миллионов рублей, причем на срок до 26 декабря этого года. Ну, то есть, если верить документу, то 12 миллионов рублей – это только на один холдинг и только на один неполный месяц, имеется в виду декабрь. Прекрасно живут, с позволения сказать коллеги, дармоеды и пропагандоны, уж простите.
Совершенно бесполезное перекладывание из пустого в порожнее ради того, чтобы просто освоить деньги налогоплательщиков. Ни зрителей, ни аудитории, если посмотреть их статистику в интернете, нет. Но бабульки, уж простите, да, при всем уважении, сидя дома, конечно же, телевизор смотрят и продолжают думать, что все в стране хорошо. Ой, ужас, ужас, конечно же. Вот этот бюджет, выделенный меньше, чем на месяц на один ВГТРК, позволил бы, например, нашему проекту существовать, года 2 точно. Причем чувствовать себя неплохо при этом. Ладно, не будем завидовать, не будем жаловаться, тем более, что у нас есть вы, дорогие друзья, и вы периодически нас поддерживаете, за что вам большое спасибо. М нам пишет: вспомнила свои школьные годы, а не я, а па, аж указки ломала об нас. Некоторые писались даже от страха у доски. Ну вот, всякое бывало, конечно. Ладно, у нас есть серьезные и, на самом деле, тревожные новости. В башкирской деревне в огне вновь уничтожена мечеть. Речь идет про деревню Ягуново, где это дело произошло. И тут сам по себе эпизод, казалось бы, что в нем такого? Да, бывают пожары, бывают деревянные сооружения сгорают. Но не тут-то было. Дело в том, что с начала года в республике сгорело уже несколько мечетей. Беда постигла, в частности, жителей в селе Халилово, где стало известно, что в этом селе уже собрали более 2,5 миллионов рублей на строительство новой мечети. В общем, по предварительным подсчетам, у меня точных данных, к сожалению, нет под рукой, 4 мечети за последние несколько месяцев в различных деревнях республики сгорели. И возникает вопрос, почему? Как известно, бомба в одну воронку дважды не падает. Да? Если падает, то это очень редко происходит. О чем идет речь? То есть количество мечетей на количество деревянных сооружений в республике в процентном соотношении очень маленькое. Но почему-то мечети горят часто. Сложно, конечно, делать конкретные, далеко идущие выводы. А что же является причиной этому? Чья-то халатность, нерасторопность, несоблюдение норм пожарной безопасности или все-таки что-то другое, более серьезное? Может быть, речь идет про поджоги? С какой стороны эти поджоги? Кому это выгодно? В общем, вопросов много, но я не видел еще ни одного какого-то серьезного расследования, правоохранителей в частности, да, которые бы сказали, что вот в таком-то селе мечеть сгорела, потому что ее поджег кто-то. Имея такую фактуру, мы могли бы хотя бы как-то оценить эту самую фактуру, понять, насколько эта версия выглядит правдоподобно или не очень. Но у нас нет никаких данных совершенно. Возникают лишь подозрения. А в чем дело? Кому это может быть выгодно и кто это может организовать? Версии тут тьма тьмущая может быть, да? От внутренних разборок, нельзя их исключать, в мусульманском сообществе, в мусульманской умме есть своя, к сожалению, конкуренция. И нельзя исключать, что даже верующие люди могут на такое пойти, к сожалению. Но эта версия, скажем так, не самая популярная, что ли. Вот. Есть версии другие, что речь идет о каких-то других националистических образованиях, скажем, да, не будем показывать пальцами. В общем, это вызывает тревогу. А есть даже версия, что это часть некой государственной политики по выживанию, скажем так, традиционных верований, обрядов даже, может быть, отдельно взятых народов, населяющих Российскую Федерацию. В мечетях ведь тоже нету единообразия. Не все молельные заведения целиком и полностью следуют официальной, скажем так, канве околовластных, околокремлевских религиозных образований. То есть не каждая мечеть, условно говоря, напрямую подчиняется и, самое главное, полностью следует заповедям какого-нибудь муфтия, Талгата Таджутдина, если мечеть подчинена Цдуму, либо Айнуру Бергалину, если мечеть подчинена Думу. На всякий случай напоминаю, в Башкортостане мечети могут идти по разным веткам, скажем, да. Кто-то в одной
организации, в одном духовном управлении, а кто-то в другом. Так вот, насколько я знаю, на местах бывают имамы, которые, в общем-то, скептически относятся к вышестоящему руководству, которое обслуживает интересы власти, как у нас это давно заведено и привычно. Так вот, имамы ведут проповедь среди своих прихожан независимо, скажем так, не оправдывая, не поддерживая действия власти, а занимаясь, в общем, реальным преподаванием, там, я не знаю, и просвещением своих прихожан. Возможно, речь о таких мечетях. Опять же, судить сложно. У меня, к сожалению, никаких данных нет на этот счет. Я лишь высказываю оценочные суждения и предположения. Почему такие вещи могут происходить, почему это может быть кому-то выгодно. Но так или иначе это вызывает тревогу. Дальше идем. Пруфы вслед за, знаете ли, РИА Новости, ни много ни мало, и многими, скажем так, официальными кремлевскими изданиями написали, что Ростислав Мурзагулов, признанный иностранным агентом, в прошлом соратник Радия Хабирова, стал платить долги. А долги у него возникли после того, как суды накладывали на него штрафы, например, за неисполнение обязанностей иностранного агента. Мы об этих новостях так вскользь упоминали, о том, что вот Мурзагулова обвинили в том-то и что назначили такой-то штраф. Пару раз за последний год, а может быть даже больше, эти новости были. Всякий раз Мурзагулов реагировал на эти новости тем, что да пошли вы все, сами знаете куда. Не буду я никаких ваших штрафов платить. В общем, разберемся в будущем, там, в прекрасной России будущего в суде, типа, кто за что будет платить, а кто будет за это сидеть. В общем, и вот они пишут, что якобы Мурзагулов начал платить. Пишут, видимо, в таком духе, что, смотрите, человек одумался, видимо, решил свернуть с неправильного пути на правильный, покаяться, может быть, вернуться и продолжить служить режиму, как он это делал раньше. Аспекты связались с Мурзагуловым, и он ответил, что ничего подобного, у него просто оставалась в российской юрисдикции некая кредитная карта, с которой якобы списывают принудительно эти штрафы по линии судебных приставов. То есть это не происходит по его личной инициативе. В общем, не знаю, тут хотите верьте, хотите нет. Как говорится, я и сам не знаю в этом смысле, где правда. Вот. Но почему стало властям выгодно сообщать, что он начал платить, вот это, конечно, любопытно. То есть, казалось бы, яйца выеденного не стоит. Какой-то там гражданин начал платить штрафы, добровольно он это делает или не очень, какая разница? Таких случаев множество, но об этом не пишут РИА Новости, федеральное, знаете, агентство новостей. А тут написали. В общем, как говорят, давайте запомним этот твит. В будущем, может быть, придется как-то от этого отталкиваться, анализируя дальнейшее развитие событий. Пока судить сложно. Ильгиз вот пишет по поводу мечетей. В деревнях мечети очень слабо финансами живут. В районе посетил мечеть. Все сделано руками местных жителей. Отапливается электричеством. Причина может быть банальной. Может быть, да, вот это я согласен. Мечети есть, и старые, правда, их очень мало, и новые относительно. И действительно, в отсутствие живых людей, а там же круглосуточно не находятся люди, могут происходить какие-то проблемы с отоплением. Могут. Но, наверное, чаще они должны происходить в лютый мороз, когда отопление работает на износ, скорее всего. Но вот кто же знает, опять же, мы не можем тут точно утверждать, что это произошло по чьему-то злому умыслу. Не можем. Равно как и не можем утверждать, что эти вещи происходят из-за проблем с электропроводкой или там газовым оборудованием. Исключать ничего нельзя. Просто констатируем факты и озвучиваем версии. Вот. В условиях, когда у нас совершенно полный информационный вакуум, мы вынуждены озвучивать лишь версии. Так, а мы дальше идем. Скажем об общественниках из Уфы, которые обратились к премьер-министру Назарову, к исполняющему обязанности все-таки премьер-министра,
с просьбой защитить монастырь в Уфе на улице Сочинской. Речь идет про членов Башкирского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, так называемый ВОПИК. О письме в правительство рассказала корреспонденту издания директор ВОПИКа по республике Эльза Маулимшина. В обращении, подписанном общественниками, докторами исторических наук, доцентами и краеведами, власти просят не принимать постановление об изменении охранной зоны Благовещенского монастыря. По их мнению, это противоречит защите памятника и делается в интересах застройщика, вопреки уже имеющемуся решению 18-го арбитражного апелляционного суда. Вот так вот, ни много ни мало. Комплекс Благовещенского женского монастыря имеет огромное историческое, культурное и религиозное значение, указывают общественники и эксперты. На территории монастыря сохранилось несколько зданий, находящихся под госохраной как объекты культурного наследия, а под землей остаются фундаменты пятиглавого соборного храма и часовни, цоколи, а также бесценное монастырское кладбище с потревоженными могилами выдающихся уфимцев, пишут они. А в чем сыр-бор, собственно? Дело в том, что там рядом какие-то застройщики начали свои работы проводить. Об этом мы уже говорили, и о вылезших на поверхность костях мы тоже уже в своем эфире говорили. С одной стороны, привычное явление для Уфы, для республики, для современной России, ничего нового в этом нет. А с другой стороны, иной раз, конечно, диву даешься, насколько все-таки варварским способом у нас осваивают городские территории для того, чтобы продать очередные квадратные метры гражданам. Так. Вижу ваши комментарии, тут разные есть. И по поводу недвижимости вы пишете, и по поводу Талгата Таджутдина, что якобы уммы в его подчинении на проповедях восхваляют СВО. Ну так, я думаю, что не только его подчиненные это делают, но и подчиненные Бергалина тоже. По крайней мере, те из них, кто, ну скажем так, являются послушными учениками своих настоятелей. Но просто я знаю, что раньше, по крайней мере, были некоторые имамы, которые формально, ну, скажем так, гнули линию партии, подчинялись уфимскому руководству в том или ином думе, но по факту вместе с прихожанами, в общем, вели независимые какие-то разговоры, проповеди, говорят, что все это временно, пустое, а рано или поздно наступит рай на земле, там, ну и прочее. То есть, может быть, тоже где-то в определенные радикальные какие-то течения скатывались, но, по крайней мере, вели себя независимо. Вот что я хочу прежде всего сказать. Опять же, не будучи глубоким специалистом в вопросах религии, мусульманской религии в частности, в данном случае, я лишь сужу по тому, зачем наблюдал. Вот. Опять же, тема очень большая и непростая. Тут можно вернуться к рассуждениям о некоторых совсем отдельных течениях, которые имели место быть, но сейчас признаны террористическими. Являлись ли они таковыми на самом деле? Вот мы знаем, что Айрат Дильмухаметов, кстати говоря, наш замечательный земляк, одну из 5 уголовных статей как раз получил за то, что он рассуждал, например, по поводу движения Хизбут Тахрир. Террористы по неволе, по-моему, он их называл, поскольку, исходя из тех слов, которые он озвучивал, можно было сделать вывод, что, по сути дела, организация многие годы преследуется по террористическим статьям, хотя реального ущерба активисты, последователи этой организации никому не причинили. Для меня это все очень сложно. Я здесь не являюсь, опять же, специалистом. Говорю лишь о том, что слышал и цитирую в данном случае конкретно Айрата Дильмухаметова. Но это, сами понимаете, все-таки скорее исключение из общих правил. То, что мы сейчас говорим касательно мечетей, оно все-таки немножечко отдельно, да, вот от этой повестки. Вот. Буду заканчивать, друзья. Время наше истекает, да и повестка информационная подошла к концу. Скажу лишь в завершении, что сегодня
Самая прямая линия с Радием Фаритовичем Хамировым, который он анонсировал вскоре после того, как другие губернаторы стали об этом говорить. Если вдруг есть желание попробовать что-то у него спросить, у вас есть для этого возможность. Башинформ пишет, что все, значит, каналы связи к вашим услугам. И тут же почему-то еще не наставшую прямую линию стали расхваливать. И пишут они, например, буквально следующее. В прошлом году люди задавали вопросы, касающиеся строительства дорог, мостов, обеспечения транспортной доступности. Многих волновала проблема пробок. Ради Хабиров, как и обещал, прямо ответил на них. По некоторым дал поручения. Разумеется, что решение этих проблем требует серьезных финансовых затрат. И здесь руководитель региона не стал давать несбыточных обещаний. Он, например, честно сказал по поводу строительства моста в Забелье, что жителям придется немного подождать. Рассказал о механизме финансирования работ по продлению проспекта Салавата Юлаева до улицы Интернациональной, строительству моста. Вопросы, даже непростые, честно обсуждаются с обществом. Считаю, что это очень важно для развития нашего региона, отметила Елена Шевалдина, кандидат социологических наук, доцент кафедры региональная экономика и управление нефтяного университета. Такого рода высказываний различного рода экспертов в Башинформе достаточно. В общем, так или иначе, не говорить об этом событии политического характера мы здесь не можем. Поэтому, во-первых, анонсируем, по возможности смотрите. Можно, кстати говоря, подписаться на телеграм-канал БСТ и там прямо в Телеграме смотреть трансляцию, если не хочется включать телевизор или открывать какие-то сайты. Вот. Но гораздо важнее подписаться на телеграм-канал «Аспектов», конечно, друзья. Я знаю, я уверен, что есть из вас те, кто этого до сих пор не сделал. Сделайте это, очень важно и для развития нашего канала, и для того, чтобы нам просто-напросто оставаться на связи в случае, если с Ютубом дела будут совсем плохи. В телеграм-канале публикуются наши эфиры в полном объеме в виде обычных видеофайлов. То есть не нужно переходить на сторонний сайт для того, чтобы посмотреть и послушать. Просто смотрите прямо в Телеграме. Вот. Напоминаю, что мы ждем вашей помощи в виде пожертвований, которые можно и нужно отправлять с помощью сервисов Boosty и Donation Alerts. Ссылки в описании. Очень ждем и надеемся. Лайки, комментарии под трансляцию. Будьте здоровы, следите за анонсами. Всем пока.